إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ثم ما بعد عباد الله وربы Аллаха اتقوا الله бойтесь Аллаха واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون и бойтесь того дня, когда будете вы возвращены к Аллаху, и будет каждой душе воздано сполна за то, что она совершила, и люди не будут обижены, с ними не поступят несправедливо. О мусульмане, религия, которую мы исповедуем с вами, по милости Аллаха, это величайшая религия. Религия ислам, это религия нашего отца Ибрагима, Ханифа, единобожника, алейхиссалам. И не был он из многобожников. Это та религия, которой удовольствовался Всевышний Аллах для нас с вами. И Аллах не принимает иной религии, кроме нее. И говорит Всевышний Аллах: «Вама ябтаги гайра лислами дина, фаля юкбаля мин, вова фил ахирати миналь хасирин». А кто ищет иной религии, кроме ислама, от того не будет принято. И он будет в вечной жизни из тех, кто потерпит настоящий убыток. И из величайшей милости Аллаха к нам с вами, что Он сделал нас с вами последователями Ахля Сунна валь Джамаа, людей сунны и единой общины. То есть сделал нас последователями пути сподвижников, пути тех, которые последовали за сподвижниками праведных предшественников. Воистину, это и только это есть истинный путь. Все остальные группы, они сошли с этого пути, отклонились от него. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал: «Ифтаракатиль ягуд аля ихда ва саб'ина фирка». Разделились иудеи на 71 группу. Одна из них в раю, а 70 в аду. И разделились христиане на 72 группы. Одна из них в раю, а 71 группа в аду. А умма моя разделится на 73 группы. На 73 группы, одна в раю и 72 в аду. И сподвижники, услышав это, они сказали: «Ман гум я Расуль Аллах». Кто эти? Кто эти спасенные? И он сказал: «Ма ана алейхи ва асхаби». Это те, которые на том стоят, на чем я стою, и мои сподвижники. Всевышний Аллах даровал эту милость Ахля Сунна валь Джамаа, что они крепко стоят на пути пророка, алейхиссалату вассалам, и его сподвижников, как в убеждениях своих, так и в своих деяниях, так и в своей нравственности, о мусульмане. И этот путь, истинный путь, он хранится Всевышним Аллахом и будет храниться им до судного дня. А отличает этот путь Ахля Сунна валь Джамаа, самое главное его отличие, что Ахля Сунна валь Джамаа черпают свою религию и свои убеждения из книги Аллаха, из сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и понимают Куран и сунну, так как понимали их ас-сахаба, сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам. И Ахля Сунна валь Джамаа не ставят свой разум и свои умозаключения, или свои ощущения, или слова какого-то человека, какого-то шейха, или свои страсти, или то, что кто-то увидел во сне, не ставят это выше Курана и Сунны. У них знание и убеждение это: сказал Аллах, сказал пророк, сказали сахаба, сказали сподвижники. А раз так, значит Ахля Сунна валь Джамаа не поклоняются никому, кроме Всевышнего Аллаха. И поклоняются Аллаху только так, как это установил Всевышний Аллах через своего пророка. Это значит Ахля Сунна валь Джамаа не взывают ни к кому, кроме Аллаха, не обращаются с мольбами, не просят о спасении и помощи никого, кроме Аллаха. Они не отправляются на могилы для того, чтобы там обтираться прахом на этих могилах или просить у мертвых, которые там лежат, что-то. И не обходят, не совершают тавафы вокруг этих могил. Их дуа, их жертвоприношения, их обеты, все их поклонения посвящены только Всевышнему Аллаху. И эти поклонения они совершают только так, как установил Всевышний, ничего не добавляя в эту религию и не искажая ее. Их поклонение – это не как поклонение заблудших групп, которое заключается в том, что они бьют себя по щекам или по спинам, или по грудям,
своим и истязают себя, или их поклонение это танцы, или хождение по кругу, или какие-то песни. Наше поклонение это то поклонение, которому научил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И ахля сунна валь джама возвеличивают своего Господа, и поэтому они признают все то, что сказал Аллах о себе в Коране и в Сунне, из его имен, из его атрибутов, ничего из этого не искажая. Это путь ахля сунна валь джама. И ахля сунна валь джама это те, которые лучше всех знают своего Господа и самые милостивые к рабам Аллаха. И поэтому ахля сунна валь джама, в отличие от хариджитов, они не выводят мусульман, которые совершили грехи, не выводят их из ислама и не говорят про них, что они кафиры. Да, мы ненавидим грехи и ненавидим новшества, но мы должны быть милостивыми к творениям Аллаха. И мы должны желать им прямого пути и молиться за них, и призывать их. О рабы Аллаха, этот день, о верующие, этот день, самый великий день у Всевышнего Аллаха, из самых лучших дней на земле, день Яумун Нахр, сказал об этом тот, который не говорит по пристрастию. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «Инна а'зама аль-айями инда Аллах Яумун Нахр», поистине самый великий день у Всевышнего Аллаха, это Яумун Нахр. Это день жертвоприношения. Вот этот наш сегодняшний день. Этот день является окончанием айям ма'лумат, дней известных. То есть 10 дней месяца Зуль-Хиджа благословенных. И после этого дня начинаются айям ма'дудат, дни считанные, которых Аллах назвал так, считанными днями, то есть дни Ташрика. Все эти дни это благословенные дни. Они заполнены великими поклонениями Аллаху. В эти дни совершается хадж, все его обряды, таваф вокруг Каабы, бросание джамарата, резание хади. А люди во всех уголках мира, мусульмане, они совершают праздничный намаз, они режут аль-удхия, курбан ради Всевышнего Аллаха. И все эти поклонения, в них проявляется таухид, единобожие и подчинение Всевышнему Аллаху. Вчера паломники, они стояли там, в Арафате, и просили Аллаха субхану ва тааля. А люди во всех местах мира, они соблюдали пост. А вечером, когда наступают эти благословенные часы в день Арафата, часы приема, дуа, все, и те, которые там на Арафате были, и те, которые постились, не совершали хадж, все они подняли свои руки, чтобы попросить Всевышнего Аллаха Его милости, взмолиться к Нему. И как прекрасно это поклонение, дуа, и как прекрасна надежда на Аллаха Субхану ва Тааля, не взывают никому и не надеются ни на кого, кроме на своего всемилостивого, мудрого, прощающего владыку. Сегодня, о рабы Аллаха, сегодня день радости, сегодня день веселья, сегодня день счастья, поэтому радуйтесь. Радуйтесь и будьте веселыми, радуйтесь этому вашему дню, который даровал вам Всевышний Аллах. Радоваться этому дню, рабы Аллаха, это поклонение. Это поклонение, за которое получают люди награду. И пусть то, что вы будете сегодня резать животных, будете заняты резанием, будете заняты раздачей мяса, пусть это вас не отвлечет от радости этому дню, от веселья в этот день. Радуйте своих детей, радуйте своих жен. Уделяйте внимание особое сегодня вашим старшим и вашим пожилым, потому что мусульманин, он заслуживает в этот день того, чтобы ему говорили сегодня теплые, радостные слова и вселяли радость в его душу. В эти дни, о рабы Аллах, Всевышний Аллах установил для мусульман наслаждение едой, наслаждение питьем. Сказано пророком, алейхиссалату вассалам: «Яум арафа ва яумун нахр ва яму ташрик». Идун ахляль ислам. День Арафата и день Нахра, и дни Ташрика – это наш праздник, о люди ислама. Вахия айяму аклим ва шурб – это дни еды и питья. Сегодняшний день и дни Ташрика после этого – это дни еды и питья, дни праздника, дни радости. Но мы не замыкаемся только на том, мы не ограничиваемся только едой и питьем. Это еще дни, когда надо много поминать Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах говорит про эти дни, дни Ташрика в Коране, и говорит: поминайте Аллаха. Вазкуруллах фи айямин ма'дудат. Поминайте Аллаха в дни считанные, то есть в дни Ташрика. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: айяму Ташрик, айям аклин ва шурбин ва зикрилля азза ва джаль. Дни Ташрика – это дни еды, питья и поминания Аллаха, великого и всемогущего. Поэтому побольше поминайте Аллаха в эти дни,
И особенно побольше произносите такбир. Не забывайте это и оживляйте эту сунну. После намазов произносить такбир. И вообще произносить такбир. Идешь ли ты где-то по дороге, или на рынке, или в мечети, или встречаешься с братьями, произноси побольше такбир. Не стесняйтесь делать это побольше сегодня и в 3 дня ташрика. О рабы Аллаха, установлено для нас в эти дни такое великое поклонение, как приближение к Аллаху Субхану ва Тааля посредством резания животного. Это проявление богобоязненности. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране: «Ля яналь Аллаху лухумуха ва ля димауха, ва лякин яналю таква минкум». И не дойдет их мясо и кровь их, но дойдет богобоязненность ваша. Это богобоязненность. Достижение ее, это и есть смысл этого поклонения Всевышнему Аллаху. Это поклонение, оно установлено на основе Корана и Сунны. И это иджма, единодушное мнение сподвижников. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Фасалли ли раббика ванхар». Соверши намаз для твоего Господа. Вот этот праздничный намаз, который мы совершили с вами, ванхар, а затем зарежь жертвенное животное, курбан. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Куль инна салати ва нусуки, ва махьяя ва мамати лилляхи раббил алямин ла шарика лах». Скажи: поистине намаз мой и жертвоприношение мое, и жизнь моя, и смерть моя принадлежат Аллаху, Господу миров, и нет у него сотоварищей. И передано в сунне, что пророк, алейхиссалату вассалам, передано от Анаса, что пророк, алейхиссалату вассалам, зарезал 2 баранов белых с черными пятнами, рогатых, и положил свою ногу, сказано, что пророк зарезал их и сказал бисмилля, и сказал Аллаху акбар перед этим, и положил свою ногу на бока, когда резал этих баранов на их бока. И Абдулла ибн Умар сообщает, что пророк, алейхиссалату вассалам, он жил в Медине 10 лет и все время резал удхия, резал курбан. Имам Аль-Бухари передает от Бара ибн Азиб, ради Аллаху та'аля, он говорит: я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился с хутбой, с проповедью, а потом сказал: «Инна ауаля ма набдау минху, ин яумина хаза нусалли». Первое, с чего мы начинаем этот наш день, это совершение намаза, праздничного намаза. «Сумма нарджи фананхар», а потом возвращаемся и режем жертвенное животное. «Фаман фа'аля факад асаба сунна». Тот, кто сделает это, тот поступил в соответствии с сунной. Асаба суннатана. Поступил в соответствии с нашей сунной, то есть с сунной пророка, алейхиссалату вассалам. Когда режется жертвенное животное? Жертвенное животное, время его резания начинается сейчас после намаза и продолжается 4 дня до заката солнца в 3-й день ташрика, то есть 4-й день, если считать сегодняшний день. Если человек зарезал раньше этого времени, то есть до намаза, то то, что он зарезал, не будет считаться курбаном, не будет считаться жертвоприношением, а будет просто мясом. И если он зарежет потом, когда закончатся дни ташрика, после магриба в 3-й дни ташрика, это тоже будет просто мясо, это уже не будет принятый курбан. Рассказывает об этом сподвижник Аль-Бара ибн Азиб. Он говорит: мой дядя, которого звали Абу Бурда, он зарезал курбан до намаза. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему: шату кашату лахм. Твоя овца, которую ты зарезал, это просто мясо. Это просто мясо. А потом обратился к людям, алейхиссалату вассалам, и сказал: ман забаха кабля ссаля фа иннама язбаху ли нафси. Тот, кто зарезал до намаза, тот поистине зарезал для самого себя. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. А тот, кто зарезал после намаза, то его обряд, его жертвоприношение будет действительным, и он поступил в соответствии с сунной мусульман. Посмотрите, этот обряд жертвоприношения пророк, алейхиссалату вассалам, назвал сунной мусульман. Поэтому, о мусульманин, если есть у тебя возможность зарезать курбан, сделай это, потому что ряд ученых считает, что это не просто желательно, что это обязательно. О рабы Аллаха, режется из животных верблюд, корова, коза и овца. Овца, ей должно быть не меньше полгода. Коза, ей должно быть не меньше года. Корова, ей должно быть не меньше 2 лет. Даже если недостаточно, не хватает нескольких дней до 2 полных лунных лет, ее резать нельзя. А что касается верблюдов, то 5 лет. Одна овца или коза от одного человека и его семьи. Что касается коровы или верблюда, то здесь могут соучаствовать 7 человек в резании этих животных. Это 7-я часть будет и от него, и от его семьи.
о рабы Аллаха, и избегайте, когда вы будете резать ваших животных. Подбирайте самых лучших, насколько у вас есть возможность животных, от всего сердца, принося в жертву это ради Аллаха Субхану ва Тааля. Но если будет 4 недостатка у них, то ваш курбан не будет действительным. Нельзя 4 вещи. Первая вещь – это животное, у которого поврежден глаз. Аля-ура, поврежден один глаз, тем более если 2 глаза. Второе – это животное, которое хромает, если хромота сильная, заметная, так что мешает ходить. Третье – это больное животное, когда болезнь явная у этого животного. И четвертое – когда это худое животное, худосочное такое, что, как сказано в хадисе, ля тунки, то есть уже у него не осталось мозга костного. Слабое животное, которое уже еле-еле ходит. Пророк, алейхиссалату вассалям, эти 4 вещи указал, как недостатки, быть которых в твоем жертвенном животном не должно. Если они есть, то курбан не будет действительным. И, о рабы Аллаха, лучше зарезать, конечно, поспешите зарезать сегодня жертвенное животное, чтобы быстрее выполнить этот обряд поклонения и порадовать семью, и порадовать мусульман мясом. Но если это не получается, то, как мы сказали, есть еще впереди, помимо этого дня, 3 дня ташрика, до заката солнца. И, о рабы Аллаха, режьте ваши курбаны, и пусть Аллах Субхану ва Тааля примет от вас ваши курбаны. И пусть резание ваше будет искренним только ради Него, Субхану ва Тааля, ради Его лика. И не забудьте сказать бисмилля перед этим. Если скажете Аллаху Акбар еще помимо бисмилля, это желательно. Животное, зарезанное без бисмилля, это животное есть нельзя. О рабы Аллаха, не забывайте, что нужно, когда ты режешь животное, перерезать ему 2 сосуда на шее, вдоль шеи которой 2 сосуда, и перерезать также пищевод, и перерезать также его трахею или гортань. Давайте в качестве садака ваше мясо. Часть его кормите им вашу семью. Угощайте ваших соседей, угощайте ваших знакомых. Но не давайте ничего из жертвенного животного в качестве платы, будь то шкура или голова, или что-то, не давайте в качестве платы мяснику, который режет. Это запретил пророк, алейхиссалату вассалам. И когда режете жертвенное животное, когда ведете его для заклания, то ведите нежно и аккуратно, и не мучайте его, и наточите как следует нож. И не точите этот нож перед животным, потому что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ваиза забахтум фахсину забх». А когда режете, то режьте наилучшим образом. О рабы Аллаха, а в основе этого поклонения, как вы знаете, лежит эта великая история, которую поведал Всевышний Аллах нам в Коране. История, когда Всевышний Аллах приказал своему пророку и посланнику Ибрагиму, алейхиссалам, закласть своего сына Исмаиля. Эта история, рассказывается о ней в Коране. Рассказывается, что Ибрагим, алейхиссалам, он обратился к Всевышнему Аллаху со словами: «Рабби габли минас салихин». «О Господь мой, даруй мне праведного ребенка». «Фабашшарнаху бигулямин халим». И мы обрадовали его вестью о рождении мальчика воздержанного, то есть Исмаиля, алейхиссалам. «Фаламма балага ма'ху сa'я, каля я буней, инни ара фил манами анни азбах». А когда он достиг уже этот мальчик, то есть подрос, и уже появилась у него возможность ходить вместе с отцом, усердствовать вместе с ним, сказал ему отец: «О, сынок, я вижу во сне, что я режу тебя». О рабы Аллаха, о умма Мухаммада. Ибрагим, алейхиссалам, он был уже в преклонных годах, и не было у него ребенка. И он взмолился и просил Аллаха Субхану ва Тааля даровать ему ребенка. И даровал ему Всевышний Аллах младенца, мальчика. И мальчика не просто мальчика воздержанного, мальчика, который будет пророком и посланником. И, конечно же, этот мальчик, он был частичкой сердца Ибрагима, алейхиссалам. И приказал ему Аллах оставить этого мальчика с его матерью там, в пустыне, где сейчас Мекка и где сейчас Кааба. А потом Ибрагим, алейхиссалам, приезжал туда и навещал своего сына. И когда этот сын подрос, Исмаиль, алейхиссалам, и сердце еще сильнее полюбило его, он еще ближе стал отцу, потому что он вырос, он стал ходить вместе с ним и помогать вместе с ним. И вот тогда, когда вот так сердце Ибрагима еще сильнее возлюбило своего сына, первенца, единственного, тогда Всевышний Аллах сделал так, что увидел Ибрагим во сне, как он режет Исмаиля, что приказывается ему зарезать Исмаиля. Встревожил этот сон Ибрагим, алейхиссалам. На вторую ночь он снова увидел этот же сон.
И на третью ночь опять увидел этот же сон. И, конечно же, Ибрагим, алейхиссалям, он посланник Аллаха. Он знал, что сны пророков это не просто сны. Это откровение от Аллаха, это приказ от Аллаха. Но как сообщить сыну своему о том, что приказывается сделать? И он пошел к нему и подобрал эти ласковые, нежные слова. Он сказал: «Я бунейя инни ара филь манами анни азбахук, фанзур маза тара». «О, сынок, поистине я вижу во сне, что я режу тебя. Что ты скажешь? Что ты скажешь?» Субханаллах. Этот приказ от Аллаха Субхану Тааля. Как повел себя Исмаиль? Исмаиль, он, который воспитан в таухиде, в единобожии и в подчинении абсолютно Всевышнему Аллаху. И он без колебаний сразу сказал своему отцу: «Я абати ф'аль ма ту'мар». «Я абати ф'аль ма ту'мар». «О, батюшка мой, делай, что тебе приказано». А потом Исмаиль испугался, что подумает отец, что он боится, и поэтому поправился и сказал: «Сатаджидуни инша Аллаху минас сабирин». Ты найдешь меня, инша Аллах, если будет угодно Аллаху, терпеливым. Показать своему отцу, что он не боится. Аллаху Акбар. Посмотрите, этот уровень таухида, убежденности, подчинения Всевышнему Аллаху. Аллах не требует от нас с вами резать наших детей. Аллах всемилостивый не требует от нас этого. Он приказывает нам поклоняться Ему наилучшим образом и бояться Его. Так давайте же бояться Всевышнего Аллаха. И вот отец и сын отправились в Мину, в долину Мина, возле Мекки. И уложил он своего сына, как мы укладываем животного, чтобы зарезать его, а потом лицо обратил его к земле. Почему обратил к земле? Да чтобы не видеть его лицо, когда он будет резать его. Потому что каково отцу видеть, как умирает его ребенок, последние мгновения жизни своего ребенка? А если еще отцу самому нужно перерезать ему горло, самому зарезать его, каково было состояние Ибрагима, алейхиссалям? И вот когда он уложил его и уже занес нож, и уже оставалось секунды, достаточно для того, чтобы провести ножом по его горлу, в это время, о великая, благая весть, и услышал Ибрагим, алейхиссалям: «Я Ибрагим, кад саддакта ру'я, инна казалика наджзиль мухсинин». «О Ибрагим», услышал он с небес, «ты оправдал сновидение. Вот так мы вознаграждаем благодеющих». Повернулся Ибрагим и увидел белого овна, белого, большеглазого, рогатого овна. И говорит Ибн Аббас: этот овен, он пасся в раю 40 лет. Это овен, который пасся в раю 40 лет. Да, Ибрагим, алейхиссалам, и его сын, они ответили на приказ Всевышнего. И с тех пор это является обыкновением, обычаем, сунной, резание животного ради Аллаха Субхану ва Тааля. И этот обычай, этот обряд, который сохранится до судного дня. Из этой великой истории о рабы Аллаха мы делаем с вами вывод, как нужно подчиняться Всевышнему Аллаху. И что если пришло к тебе какое-то горе, как нужно смиряться перед предопределением Аллаха Субхану ва Тааля. О рабы Аллаха! Аллаху Акбар, ля иляха илляллах, Аллаху Акбар, валилляхи алхамд. О рабы Аллаха, в эти дни пророк, алейхиссалату вассалам, напоминал людям об отношении к их женщинам, к их женам. Говорил пророк, алейхиссалату вассалам: «Истаусу бин нисаи хайра». Относитесь к вашим женам благим образом. Ислам, он пришел, чтобы возвысить женщину. Ислам поднял женщину на такой уровень, какой не был у нее никогда. И удивительно слышать о людях, которые издеваются над своими женами, или бьют их нещадно, или все время оскорбляют их какими-то скверными словами или отвратительными фразами. Эти жестокосердные люди, где они? И где заповедь Всевышнего Аллаха, который сказал: «Фа имсакун би ма'руф, ау тасрихун би ихсан». Или живите с ними благим образом, или дайте им свободу благим образом. Где они и где завет пророка, алейхиссалату вассалам, который сказал: «Хиярукум линисаикум». Лучшие из вас – это те, которые лучше других относятся к своим женам. А что касается женщин, то им необходимо сказать, пророк, алейхиссалату вассалам, когда произносил праздничные хутбы, обращался и к женщинам. И мы обратимся к женщинам, чтобы женщины
они были для своих мужей успокоением, были для своих мужей милосердием, чтобы они не докучали своим мужьям постоянными требованиями, чтобы они не оскорбляли своих мужей сравнениями. Потому что каждому Аллах Субхану ва Тааля дал свой ризк, и кому-то дал больше достаток, кому-то меньше. Пусть женщины не оскорбляют своих мужей, сравнивая их с кем-то. И будь, о женщина, о мусульманка, будь наилучшей женой для своего мужа. Будь такой, что когда он смотрит на тебя, это вызывало у него радость. Такой, что когда он приказывает тебе что-то, ты подчинялась ему. И знай, о мусульманка, что поистине рай твой и ад твой – это твой муж. Так сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Он сказал женщине, сподвижнице: он, муж твой рай и твой ад, поэтому смотри, как ты к нему относишься. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, обращаясь к женщинам-мусульманкам, чтобы они не произносили свои слова, когда обращаются к посторонним мужчинам с нежностью в голосе, чтобы ни у кого в сердце не возникло желания, тех, у кого сердца больны, и чтобы они произносили слова благие. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к женщинам: «Вакарна фи буютикунна», и пребывайте в домах ваших. То есть женщине не пристало все время ходить там и тут. «Валя табарраджна табарруджа джахилияту уля», и не украшайтесь времен первой джахилии. «Ваакимна ссала, ваатина зака, ваатина Аллаху ва расуля». И выстаивайте намаз наилучшим образом, о женщины, и выдавайте закат, и подчиняйтесь Аллаху и его посланнику. А пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Иза салатиль марату хамсаха», если женщина совершает свои 5 намазов, «васамат шахраха», и постится свой месяц, то есть Рамадан, «вахафизат фарджаха», и бережет свои половые органы, «ваатаат зауджаха», и подчиняется своему мужу, «киля лаха», будет сказано ей: «удхулиль джанна мин эй абвабиль джаннати шит», войди в рай, в любую дверь рая, которую ты пожелаешь. Аллаху Акбар. О мусульмане, режьте ваши курбаны. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет от нас и от вас праведные деяния. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет от вас ваш пост. Пусть Аллах примет от вас ваш намаз. Пусть Аллах примет от вас ваша дуа, ваши мольбы, ваш зикр. Пусть Аллах примет от вас ваш курбан. Пусть Аллах приумножит ваши благие деяния и ваши награды. Пусть Аллах сделает ваши дни счастливыми днями. Пусть позволит всем нам дожить еще много раз до подобных благодатных дней, чтобы поклоняться Ему и благодарить Его. И пусть в судный день сделает нас Аллах Субхану ва Тааля теми, которые находятся в безопасности. И пусть соберет всех нас под знаменем лучшего из пророков и посланников, саллаллаху алейхи вассалям. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.